Елена Афраимовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эпид-обстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 16 июля у нас отмечается незначительный рост. 102 новых случая выявлено коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 53 случая и в 18 районах нашей республики. В Алданском 7, Мирнинском и Миконском по 5, Нерюнгринском, Усялданском 4, Булунском, Вилюйском, Оленёкском 3, Жиганский, Амгинский, Медганалавский, Сонтарский, Татинский по 2 случая и Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский по 1 случаю. Также мы проводим исследования. Темпы исследований у нас остаются максимально высокие, как по всей стране. Мы провели уже более 2926 исследований и в сутки, и всего обработано свыше 1 миллиона 200 тысяч тестов. По вакцинации на сегодняшнюю дату у нас в республике имеется 271 187 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 247,8 тысяч человек, в том числе жители старше 60 лет это 50 802 человека. Вторую дозу, то есть окончательную вакцинацию, прошли 190 421 человек, в том числе 42 545 жителей старше 60 лет завершили вакцинацию. На сегодняшнюю дату использовано уже 91% общего объема вакцины, которая поступила в республику. И буквально в начале недели мы подали заявку в Российскую Федерацию, Министерство здравоохранения для приоритетного распределения для нашей республики вакцин. Порядка 100 тысяч доз ожидаем в ближайшее время. Значит, первая поставка, которая по нашей заявке будет, это 2400 доз, предварительно в понедельник. Кроме того, хотелось бы отметить, что вчера вышел указ нашего главы, где продлены все меры, значит, ограничительного характера до 30 числа включительно. Также там акцентированы моменты на 4-е постановление нашего главного санитарного врача, которое необходимо соблюдать. Напомню, что продление правил санитарного врача, значит, до 15 августа, после которого будут приниматься меры непосредственно к работодателям административного характера по нарушению правил вакцинации. Напоминаю, что у нас изначально была 100% вакцинация населения как экстренная. На сегодняшний день у нас уточнены группы, значит, декретированного населения, то есть лиц, которые попадают под обязательную 70% вакцинацию, которые прописаны четко в 4-м постановлении нашего главного санитарного врача. Кроме того, хотелось бы сказать, что сегодня у нас продолжается высокая мобильность нашего населения, что влечет, конечно, к распространению новой коронавирусной инфекции. И мы видим сегодня результат повышения. В частности, за период с 1 июня по 15 июля у нас переместилось по территории республики свыше 6500 детей. За последнюю неделю это 749 детей. Понятно, что они перемещаются не одни с родителями, как минимум одним человеком. И в результате мы получаем вспышки, в том числе в труднодоступных малых населенных пунктах наших. И это говорит о том, что мы, к сожалению, расслабились, не соблюдаем все меры санитарно-противоэпидемического благополучия. Так, на примере небольшого села Талон Ленского района, где проживает всего 400 жителей, вспышка началась еще 16 июня этого года, когда приехал предприниматель Иркутской области, заболевший 8 числа, значит, новой коронавирусной инфекцией, к врачу не обращался, тем не менее перемещался по населенному пункту, в том числе и общался со строителями школы, где было заражено сразу 50, значит, человек. И как результат у нас есть, конечно, там летальные исходы. В то время период острого, значит, подъема заболеваемости в селе Талон работало 3 медицинских работника, фельдшер, который непосредственно работает там на фельдшерско-акушерском пункте, значит, фельдшер, который выезжал с Витима, и врач Селенской центральной районной больницы. На сегодня вспышку удалось погасить. Находится там всего 3 амбулаторных пациента, 26 пациентов, которые нуждались в стационарной помощи, были вывезены в Ленскую ЦРБ, получают лечение. Но, к сожалению, ковид очень коварная инфекция, которая не обходится без летальных случаев. И, конечно, в том числе и в таком маленьком населенном пункте, еще раз говорю, где всего 400 жителей, 4 летальных случая мы получили. Я приношу свои соболезнования всем родным и близким, потерявших своих дорогих людей. И еще раз напоминаю нашему населению, насколько коварна эта болезнь. И сегодня она не щадит ни пожилых, ни молодых. Берегите свое здоровье, максимально вакцинируйтесь, значит, соблюдайте все меры санитарно-противоэпидемического благополучия. Будьте здоровы. Все.